сейчас мы объясним. Что означает цвета светофора, когда переходить дорогу? Все это Сагов Абдулмалик знает еще с детского сада. Он учится во второй смене и возвращается из школы в темное время суток. И сегодня, благодаря акции, он усвоил для себя много полезной информации. Я узнал все правила дорожного движения и что нельзя делать на дороге, где нету зебр, где нету надземных путей, подземных. И желаю, чтобы все дети из нашей Ингушетии соблюдали правила дорожного движения и их знаки. Ребята на мероприятии отвечают на вопросы викторины, вспоминают знаки дорожного движения, общаются с сотрудниками. Они советуют родителям повторять с детьми правила безопасного поведения на дороге. По словам инспектора по пропаганде дорожного движения, нет задачи важнее, чем безопасность подрастающего поколения. Сотрудникам государственной инспекции уделяется большое внимание проблеме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, так как дети – это самые уязвимые участники дорожного движения, и в дорожной обстановке, в сложной дорожной обстановке они не могут правильно сориентироваться в силу своих возрастных и психологических особенностей. И поэтому мы считаем, что обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах должно уделяться особое значение и внимание. Школьникам напомнили, где можно переходить дорогу, как правильно и безопасно это делать. Хусейн Намаков считает, что научив детей основам, то можно за них не переживать. Выйдя на улицу, уже так за них не нужно будет переживать. И зная вот свои знания, познав эти знания, соблюдение правил дорожного движения, они могут передавать свои знания и другим детям. Особо акцентрирует внимание детей на пешеходный переход и надземный мост. Назрановская 5-я школа расположена в непосредственной близости от автодороги, на которой очень интенсивное движение транспорта. Учителя также регулярно проводят с детьми беседы и инструктаж на знание правил дорожного движения. Такие мероприятия у нас проходят, как я повторюсь, очень часто. Связано это, опять-таки, я повторюсь, с наиболее опасным районом. Мы у дороги. Каждый день, каждый час нашим детям нужно повторять правила вот этой науки. Из года в год поток транспорта только увеличивается, а вместе с ним количество аварий. Так, за 10 месяцев текущего года на территории региона зарегистрировано 16 ДТП с участием несовершеннолетних. Инспекторы считают, что такие мероприятия с детства воспитывают в детях культуру поведения на дорогах. Хава Газикова, Асхаб Белакиев, Новости 24.